Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Срочные горячие новости для вас. Загадайте, пожалуйста, на себя и узнайте свои горячие новости. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, кто-то на вас нацелился. Какой-то лучник, какой-то стрелец прям на вас нацелился. И глаз с вас не сводит, смотрит с обожанием. Мои дорогие мужчины и женщины, вы кого-то зацепили, прямо задели за живое. Чье-то сердечко украли, похитили. Человек готовится к очень активным действиям в вашу сторону. Как лук подготовил, тетиву со стрелой натянул, вот-вот стрельнет, вот-вот стрельнет. Это прям проявление, очень такое яркое, дерзкое, необузданное, страстное проявление в вашу сторону. Если честно, вы даже если и ждете, но именно к такой экспрессии, вы не готовы, немножко испугаетесь, но бояться вам нечего. Человек действительно очень страстный, но вас не обидит. В принципе, у человека такой характер, никого не обижает. Вот, скоро проявится. У кого-то еще и, не знаю, сегодня успеет как-то вас там вызвонить, либо домой к вам придет. Ну, у кого-то на днях случится. Сердце вы похитили у этого человека. Тянется страшной силой к вам. Вот прям вспомните мою отсыпку, к вам точно этот человек проявится. Очень как-то ярко, дерзко проявится. Со страстью прям. Ух, красота. Дальше, мои хорошие. Кто-то вашу подкову у вас ворует. Ворует, причем наглым образом. Вам кто-то на это глаза откроет. Кто-то видит, вот рядом с вами находится и видит. И этот человек вам все расскажет. Не жалейте того, кто ворует, потому что этот человек не заслуживает вашей жалости. Верните свою подкову к себе, верните свое везение, верните свою удачу. Нельзя, этим нельзя делиться, понимаете, это индивидуальное. Нельзя делиться. То ли именем вашим прикрывается, пользуется, что говорят, а я ее там знакомый, либо я его знакомый, а я родственник, а я то, а я сё. Вот. Либо человек выдает себя за вас. Но вот ворует ваше везение, вашу удачу ворует. Вам об этом скоро расскажут. И это будет правда. И нужно обязательно принять меры. Чем жестче, тем лучше. Вот прям, знаете, чтобы другим назидание было. Еще я, мои хорошие, вижу, что вы скоро услышите, что вы где-то стали номером один. Ну, один — это лидер, это главный, это победитель, это лучший из лучших. Вас уже определили под номером один, просто вам еще об этом не сказали. И эта единичка, она более чем заслуженная, она очень справедливая. Хотя будут люди, которые будут этому недовольны, они не будут радоваться за вас, потому что завидуют. Либо это будут конкуренты, которые себя считают не хуже, чем вы, и будут даже пытаться оспаривать эту единичку. Вы же от единички не отказываетесь. Вам она по чести, по совести достается. И вообще мне идет, что эта единичка еще раньше должна была к вам прийти. Но опять же, из-за козней врагов, из-за нерешительности этих, кто выбирает, возможно, единичка задержалась. Вас назовут либо главной, либо первым, либо победителем, победительницей. От этого не отказывайтесь. И не слушайте тех, кто будет вас критиковать, распекать, и кто будет кричать, что вы нечестным путем эту единичку обрели. Вы более чем честным путем обрели. Вы даже очень поздно обрели эту единичку. Вы гораздо раньше должны были ее получить. Да, где-то вы лидер, где-то вы победитель. И это уже как прописано. Ваше имя под номером 1 прописано. Может еще какая-то очередь, Если это очередь, то вы первый. Первая, либо первый в очереди. Дальше, мои хорошие, горячие новости. Ну, здесь самолет летит.
И в этом самолете кто-то сидит. Может быть, к вам действительно кто-то в самолете летит. Ну, а может быть, кто-то приближается к вам, кто может исполнить вашу мечту. Либо человек уже все исполнил, просто вам еще не донес, не занес, не сказал, не показал, не отдал. Самолет небольшой, но тем не менее с правой стороны это то, что вы хотели, либо это тот, кого вы ждали. Приближается, мне идет. Дальше новость о каких-то политических событиях. Тут, знаете, прям не новость, а какая-то карусель. Да? Сначала хорошо, потом очень плохо, потом опять хорошо, потом опять плохо. И вот эта карусель, она просто от нее в глазах начинает рябить. Мой вам совет: не смотрите в этот телевизор, выключайте в эти новости. Там все равно, как, знаете, деньги зарабатывают деньги. Рука руку моет. Никаких мыслей о людях, о том, как народу живется, либо что там в мире творится, вообще никого не волнует, только деньги лишь волнуют. И вот эта новостная карусель, она может очень негативно сказаться на вашем здоровье, потому что вы человек очень такой открытый, мнительный, вы как губка впитываете эту информацию, и вот эти перепады, да, плюсы-минусы, они могут сказаться мигренью, сказаться бессонницей, тем, что аппетит пропадет, либо наоборот жир откроется. Да. Лучше не смотреть. Карусель, это карусель, все одно и то же, и по кругу, там уже 1000 какой-то круг будет проходить, а вас от этой ряби в глазах даже тошнить начнет. Лучше не смотреть. Не смотреть, правды там нет. Все равно люди правду не узнают. А если узнают, то там лет через 100, наверное. Да, не слушать, не смотреть, не впечатляться. Дальше. Новость о том, что какой-то как магический обряд, ритуал людям счастье приносит, либо людям помогает. Здесь какие-то куриные лапки разных размеров. Вам какой-то человек, вот вы встретитесь, да, человек прям очень изменился, сияет, там дела на поправку пошли. И этот человек вам расскажет, что делал, куда ходил, где молился, чтобы изменить свою жизнь. И то, что вам будут говорить, если вы это будете пробовать применять, оно повлияет на вашу судьбу, на вашу жизнь. То есть человек с вами честно поделится, что я делала то и то, ходила в такой-то храм, ездила в такое-то место, либо проводила такой-то обряд, и он мне помог. Вот. Этот человек вам раскроет свою тайну. Это не хвастовство, это желание вам помочь. Возможно, даже сами ангелы приведут этого человека к вам навстречу, чтобы этот человек поделился. Также это могут быть не личные встречи, а, например, вы где-то прочитаете, в интернете прочитаете, либо тут на ютубчике где-то увидите, кто-то будет делиться классным обрядом, классным ритуалом, который действительно работает. Либо давать очень ценные советы. Смотрите, не пропустите. Я вижу 2 куриные лапки. Они разные, друг на друга не похожие. Либо это 2 разных обряда, которые для разных вещей, либо это 2 разных совета для разного. Да? Один для любви, другой для денег. Да, работу найти, либо денег заработать. Если вы будете пользоваться, это на вас прям прекрасно ляжет, оно у вас работает, и вы измените свою жизнь к лучшему. Так, еще я вижу, что какое-то дерево как будто бы падает, и мужчина пытается это дерево спасти. Смотрите, мужчина будет предпринимать действия, чтобы спасти свою семью, либо сохранить семью. Мужчина, который, как в последний момент осознает, что все зависит от него. Либо мужчина готов пойти на жертвы, лишь бы это дерево, оно не упало, не сломалось, да, чтобы оно выстояло. Возможно, вы уже разошлись с этим мужчиной, возможно, и время прошло, да, но мужчина будет действовать и очень активно. И вы узнаете о том, что мужчина с кем-то по поводу этого дерева, семьи, да, общается. Может, у кого-то совета просил, может быть, он запросит встречу с вами. Будет очень стараться, через детей может действовать. Будет спасать семью, будет возвращать семью, будет предпринимать действия, чтобы близким, беда не грозила, защищать семью будет.
Ну, молодец, умничка. Даже если он в прошлом поступил плохо, то сейчас он как бы искупает свою вину и все делает правильно. На попытки спасти либо вернуть семью мне идут. Причем отчаянные попытки и очень такие прям явные. И мужчине они дорого обходятся, да, потому что он весь себя в это вкладывает. Может быть, даже это не ваша, вот как семья, не ваш муж. Может, это муж вашей дочери, допустим, да, либо это ваш сын пытается спасти свою семью. Но я думаю, что у него получится. По крайней мере, он на правильном пути. Дальше, мои хорошие, новость по поводу работы. Какие-то работы, вакансии, что свободные места, вакантные места. А кто-то узнает о том, где можно найти работу, где много вакансий, где вот берут просто, буквально с улицы берут, да. Возможно, это в другом городе, возможно, в пригороде, возможно, даже в другой стране. Вот, прям задумаетесь. И вот эти новости, которые вы услышите, это, в принципе, правда. Может быть, там не все, как вот вы услышите, но большая часть, там на 70%, это правда. И если вы в отчаянном положении и вам нужна работа, это хороший вариант, вас точно туда возьмут. Также, мои хорошие, может быть, у вас на работе, там, допустим, да, открывается там новое подразделение, будет много вакансий, тогда обязательно себя пробуйте, переводитесь. На новом месте у вас все получится. На новом месте вам будет и легче, и лучше, и зарплата будет выше. Надо пробовать. Может, вам подруга расскажет, да, что у них на работе там открывается новое подразделение и набирают сотрудников. Идите, пробуйте. Идите, точно не пожалеете. А если перейдете, вас возьмут. Я говорю, совсем по-другому будет работаться. И коллектив хороший, и оплата замечательная, и атмосфера очень такая дружелюбная. Точно понравится. Дальше. Еще по поводу работы могу сказать, что как два варианта, но они как бы абсолютно разные. Один вариант вот очень красиво подается, что вот такое место козырное, да, там зарплата высокая, там все хорошо, замечательно. Но это все как обманка. Там точно обманут, там окажется, что название красивое звучит, а по факту работа прям совсем какая-то мерзкая, тяжелая. И второй вариант, там наоборот, как будто бы другая крайность, что звучит как-то не очень презентабельно. Может быть, зарплата пониже, но зато там как-то все честно, да, там коллектив хороший, там честно, там карьеру можно быстро сделать, да, если ты работать умеешь, и руки из правильного места, и голова на правильном месте сидит. Но вот как два предложения тоже у кого-то отыграется. Не выбирайте то, что блестит, выбирайте то, что поскромнее. Вот точно не прогадаете. Да, не обманитесь. Вот это вот блеск, он не настоящий. А вот там, где скромненько, там очень классные перспективы. Дальше, мои хорошие, показывают солдата, воина, не знаю, какой-то вот человек в форме мне идет. Как награду получает, либо награда, знак отличия, что денежное, может, какое-то вознаграждение. Как-то человек себя проявил. Этот человек вам об этом расскажет, либо даже там фотографии пришлет, может, видео пришлет. Вот прям порадуйтесь, как-то дистанционно порадуйтесь, мне идет за своего, получается, этого человека. Это очень приятные новости, что вы там переживали, себе места не находили. А тут хорошие новости придут. Дальше новости. Но это не просто горячее, это какая-то лава. Лава идет. Здесь про людей, которые расстаются, ругаются, ссорятся, расходятся. Может быть, эти люди пара, а может быть, они друзья. Да? Вот прям такие, не разлей вода. Вот вижу, что между ними прям клин вошел, и ничто уже этот клин не выбьет. И даже другой клин не поможет. Люди расстаются, потому что не судьба дружить, не судьба быть вместе, не судьба любить. Вот как-то, знаете, вот все становится на свои места. Для вас эта новость почему-то очень хорошая.
Вы услышите, узнаете, скажете: ой, не верю, не может быть. Ну не может быть, что новость такая пришла. А потом вы от одного человека услышали, от другого, потом, возможно, от одного, кто вот поругался, да, одного из тех, кто ругался, расстался, узнаете. Почему-то для вас это хорошая новость. Может быть, вы изначально видели, что эти люди друг другу не подходят. Может быть, вы с этими людьми как-то сталкивались в негативных красках, да, может быть, они там объединили усилия против вас, а теперь они рассорились, и никаких проблем у вас не будет. Ну, вот как-то положительно вы воспринимаете это. Дальше, мои хорошие, новости, которые как-то затрагивают ваше здоровье, настоящее либо будущее. Может быть, это какие-то препараты, которые будут доступны. Может быть, это какие-то схемы, как не схемы, а протоколы лечения. Может быть, даже какие-то вакцины, которые сейчас вы не можете сделать. Но вот новости, которые вас порадуют доступностью, либо вы узнаете вот конкретно, куда можно подъехать, как можно там записаться и получить то, что вам необходимо. Ну, это важно, да, здоровье это важно. Так, еще новость о чьей-то личной жизни, которая вам покажется максимально отвратительной. И вы скажете: фу, какая гадость. Да как так, да? Ну как люди так живут? Но с другой стороны, я вижу, что вы слишком сильно обеляли человека, о ком новость услышите. Да, возможно, человек всегда был таким, этого не скрывал, но в ваших глазах этот человек был хорошим, таким порядочным, добрым. А вот все-таки нет, да, скорее всего, какой-то разврат, либо какое-то прелюбодеяние, да, может, подружка ваша скажет, что вот любовника себе нашла, а в ваших глазах она такая порядочная жена, там, мама, да, любящая. Вы скажете: о, вот это приплыли, что ж ты творишь, да, а как же муж, да, вот какой-то такой момент показан. Кто-то, да, кто в ваших глазах был очень приличным человеком, окажется прям совсем неприличным человеком, ну, либо обычным человеком, да, может, вы всех по себе судите, вот, и поэтому так все случилось. Дальше новости о каких-то дорогах, поездках, возможностях куда-то поехать. Новости, сразу говорю, хорошие. Прям улыбаться будете, когда услышите. Но есть одно определенное но. Там как бы цены. С одной стороны, вы рады, что есть эти дороги, они открыты, либо они открываются. Но когда вы цены увидите, вы скажете: о, приплыли. Что теперь делать, да? Вот кто с такими ценами сможет куда-то поехать? Ну, наверное, есть люди, у которых деньги есть. Но вы не спешите отчаиваться. Почему? Потому что там разные предложения будут. Со временем, да, будут и более доступные варианты. Главное, чтобы дороги открываются. Это самая главная новость. И еще в новости будет сказано, что открывается там много направлений, много дорог, а по факту они будут открываться со временем. Сначала там 2 откроются, либо 3, потом будет больше. То есть со временем будут открываться. Ну, для вас это хорошая новость. Так, еще будете радоваться чему-то успеху. Но вы причастны к этому успеху. То ли вы вдохновили человека, то ли вы помогали человеку, то ли вы продвигали этого человека, а может, просто дорогой, любимый человек. Успех. У человека идет успех, и вы будете радоваться. Прям с нетерпением будете ждать новостей, и каждой новости будете радоваться. И хочу сразу предупредить о такой штуке, как сглаз и самосглаз. Да? То есть радуйтесь, но радуйтесь в меру, да? Чтобы не сглазить друг друга, либо человек, который вот успеха добивается, чтобы сам себя не сглазил. Дальше какие-то продажи, распродажи, возможно, да, вот когда там ликвидационные распродажи бывают там сезонные распродажи, стоковые распродажи. Вот вам станет известно о какой-то такой распродаже, но она как-то далеко от вас находится, да, вот локация далеко. Но с другой стороны, если вы поедете, то вы точно не пожалеете. Действительно дешево, либо с большой скидкой, может, там какие-то промо-акции еще будут. И вот то, что вам необходимо, купите, причем купите достаточно много, а денег потратите там, ну, в пределах разумного. Вот хороший такой момент показан. Тут, скорее всего, знаете, вы узнаете это из какой-то рекламы, возможно, даже в интернете реклама будет
А возможно, в какой-то интернет-группе, да, люди будут друг другу сообщать, и вы тоже прочитаете, скажете, вот это да, надо ехать. Вот плохо, что далеко, но оно того стоит. Оно того стоит. Так, а вот еще ждут хорошие новости по поводу ваших анализов. Да? Анализы, вот проблемы со здоровьем, скорее всего, вы сдавали анализы. А теперь будут хорошие новости о том, что там лечение помогло, либо какой-то плохой диагноз не подтвердился. Прям выдыхаете и думаете, о, слава богу, одной проблемой меньше, да. Хорошо, что все закончилось, либо хорошо, что ничего не подтвердилось. Это может касаться вас и может касаться вашего близкого человека. То есть там все хорошо. Тут либо будет хорошо. Дальше. Какой-то высокий человек снимает с себя полномочия, как в отставку уходит, либо куда на заслуженный отдых, может быть, там на пенсию выходит. Вы узнаете, что этому человеку осталось там буквально несколько дней занимать свою должность. Почему-то для вас это немножко тревожно, потому что вы не знаете, наверное, да, кто сменит этого человека. Ну, допустим, это может быть какой-то чиновник, либо это может быть начальник на работе. Но с другой стороны, я вижу, что новый человек, вот, который взойдет, да, на это место, будет намного лучше, добрее, что ли, открытий и более как-то, вот знаете, креативнее, что ли, современнее мне идет. То есть не плачьте за старым, лучше встречайте новое. Не переживайте, все будет хорошо. Все будет даже лучше, чем хорошо. Потом вспомните мою отсыпку, вспомните то, что я вам говорила. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.